Экономика страны вышла на докризисные показатели. Теперь необходимо обеспечить ее устойчивый рост, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на встрече с предпринимателями Коми. Федеральный министр прибыл в нашу республику, чтобы лично оценить реализацию инфраструктурных проектов и потенциал моногородов Инты и Воркуты. Об экономических перспективах Евгений Стокас. Визит министра экономического развития России в Коми был заявлен уже давно. Еще в марте на совещании по развитию моногородов Максим Решетников объявил, что должен лично побывать в Воркуте и Инте, чтобы на месте оценить ситуацию. Свою первую поездку в наш регион глава федерального ведомства начал со столичного центра «Мой бизнес Коми», который оказывает поддержку предпринимателям. По 2020 году через центр «Мой бизнес» прошло 1800 компаний. Это от консультирования на стартовом этапе до сопровождения уже инвестпроектов, перевооружения производственных мощностей и так далее. Сотрудники центра рассказали главе Коми Владимиру Уйбо и руководителю федерального ведомства о тех мерах поддержки, которые оказывают предпринимателям в республике. Недавно в центре открылся коворкинг, открытое пространство для бизнесменов. Здесь же работают республиканская микрокредитная компания и гарантийный фонд. Максим Решетников призвал не бояться рисков и увеличения нагрузки, потому что экономика восстанавливается, о чем министр напомнил уже на встрече с предпринимателями республики. Сейчас экономика у нас выходит на докризисные показатели. Нам очень важно выйти на траекторию устойчивого развития, не свалиться опять на траекторию инерционного роста. И для этого нам нужно обеспечить стабильный поток инвестиций, реализацию всех тех задумок и заделов, которые у нас есть, это по поддержке экспорта и МСП. Так созданы условия для реализации крупных и средних инвестиционных проектов через конвертацию долгов субъектов перед федеральным бюджетом. У Коми в этом смысле большой и пока не полностью реализованный потенциал. Готовится к созданию особая экономическая зона «Север», которая должна консолидировать бизнес-процессы с большим участием малых предприятий. Для нас малый и средний бизнес сегодня играет очень важную роль в развитии экономики республики. Среди частного бизнеса создаются рабочие места, это очень важно. Сегодня одна из самых ключевых задач. Рождаются новые проекты, идеи, направленные в первую очередь на диверсификацию. Вопросы же от самих предпринимателей касались прежде всего поддержки малого и среднего бизнеса на всех уровнях. Хотелось бы поинтересоваться, планируется ли вот как раз таки к вопросу об экологии меры поддержки какие-то для предприятий, занятых как раз таки в переработке вторичного сырья и производстве чего-то долговечного, крепкого. Разными путями надо двигаться. С моей точки зрения, надо в первую очередь создать постоянный спрос на вторичные ресурсы. Значит, как его создать? Но мне кажется, достаточно эффективно было бы по определенным направлениям установить обязательную долю использования вторичных ресурсов при производстве первичных материалов. Остальные вопросы касались повышения размеров грантов для социального предпринимательства, снижения затрат на маркировку продукции, а также снижения ставок льготного кредитования для резидентов арктической зоны. Все вопросы возьмет на контроль федеральное ведомство. Евгений Стокас, Олег Костромин, Юрган Сыктывкар.